Сильные мышцы, стальной характер и огромная сила воли. Это все о ней, о Наталье Быстровой, самой титулованной в бодибилдинге и фитнесе казанской спортсменки. В фитнес-клубе, где Наталья работает тренером, есть свой уголок славы. Больше половины кубков и медалей – трофеи этой женщины миниатюрного роста. Вот этот кубок для меня самый важный в данном случае, потому что абсолютное первенство выиграть удалось мне. В словацкой Братиславе спортсменка из Казани в категории женский классический бодибилдинг стала абсолютной чемпионкой, одержав победу над украинкой Викой Погребняк. В мировом рейтинге она сейчас №1. Борьба была достаточно жесткая, и перевес был всего в 1 балл в мою пользу. Спортсменка очень достойная, я счастлива, что мне удалось с ней бороться, потому что в этом сезоне она выиграла все соревнования, которые только были в этом году. Тем слаще для меня была победа. Почивать на лаврах Наталья Быстрова не стала и после триумфа в Словакии отправилась покорять спортивный Олимп в испанскую Таррагону. На чемпионате мира среди мастеров она вновь стала сильнейшей и теперь уже 9-кратной абсолютной чемпионкой мира. Кстати, 2-е место тоже у россиянки Елены Лазаревой. Этот мастерский турнир отличается тем, что в нем принимают участие спортсмены старше 35 лет, а вот верхней возрастной планки нет. Выступал спортсмен, которому 82 года, из Японии. Понятное дело, что он не конкурировал на высоком уровне, но сам факт. За столь высокими наградами стоит колоссальный труд. Полгода жесткого режима, тренировок и диеты. Как говорит сама спортсменка, подготовка к турнирам – ее любимая пора. Есть возможность заняться творчеством, поиском нового образа, обязательно женственного, и еще музыки для произвольной программы. Важный момент – это купальник для Натальи. Его сшили мастерицы из Аризоны, лучшего в мире ателье для бодибилдеров. Кстати, цена одного такого купальника – $1500. Спасибо спонсорам, говорит Наталья. Они же оплатили поездку на турниры. Например, в этом году я попробовала изучать кизомбу с преподавателем. И, знаете, наверное, все-таки моя произвольная композиция этим и отличалась. Ведь не только мышцы нужно продемонстрировать возможность плавно, женственно двигаться. Моя задача была понравиться судьям, и чтобы они смогли очень высоко оценить всю мою работу. В бодибилдинге Наталья с 17 лет, и сколько тонн железа она подняла за все эти годы, спортсменка никогда не считала. Говорит, что это не важно. Тогда зачем столь хрупкой женщине такие физические нагрузки? Ответ прост. Очень важно, чтобы тренер был все-таки фитнес-моделью для человека, который приходит в зал. Именно так, как выглядит тренер, можно определить, на что он способен, каким багажом знаний он обладает и опытом. В свои 51 я считаю, что я достойно выгляжу, и советую многим дамам обратить на это внимание, потому что все зависит только от них. Если в моем возрасте женщины считают, что ходить в спортзал неприлично, гораздо приятнее сидеть, вязать носки или посвятить полностью всю свою жизнь внукам, это, конечно, здорово, это их выбор. Но я бы все-таки призывала женщин дать себе хотя бы какую-то маленькую возможность для себя что-то сделать, чтобы они имели возможность поддерживать себя в спортивной форме, чтобы они имели возможность красиво одеваться. Кстати, Наталья – мама 21-летней студентки будущего мультипликатора. Как скоро Быстрова перейдет в другую весовую категорию, вопрос открытый. Но в том, что она будет заботливой бабушкой, сомнений нет. Бабушкой в прекрасной физической форме, которая даст форы многим молодым мамам. Елена Горбунчикова, Роман Безменов, 7 дней. Все выпуски программы «7 дней» смотрите на YouTube-канале ТНВ.